начале 17 века Россию охватила Великая Смута, потрясшая до самых основ устои государства и сознание миллионов ее подданных. Участниками смуты были представители знатнейших русских фамилий, в том числе уфимские воеводы Михаил Нагой и Афанасий Власьев. Пройдя через все крайности метаний русского общества, они внесли значительный вклад в дело утверждения новой династии Романовых. Русская смута является одной из самых загадочных страниц нашей истории, тайны которой, по всей вероятности, не будет полностью раскрыта никогда. Версий происхождения смуты много. Одна из них принадлежит выдающемуся русскому историку Василию Ключевскому, считавшему, что Лжедмитрий, воссевший на трон Рюриковичей, был только испечен в польской печке, а заквашен в Москве. В 1584 году умер Иван Грозный. Новым царем стал его сын Федор, который по причине слабоумия не мог управлять страной. Регентом и главой правительства при нем стал боярин Борис Годунов, брат жены царя Федора Ивановича Ирины. Борис Годунов, шурин царя Федора Ивановича, боярин. Род Годуновых происходит от ордынского князя Чета, выехавшего на Русь в XIV веке. Борис Годунов укрепляет рубежи русского царства на недавно присоединенных территориях. По его приказу строятся города Самара, Саратов, Царицын, а также Уфа. Это вызывает неудовольствие у теряющего остатки былой власти ногайского князя Уруса, который писал в 1586 году царю Федору Ивановичу укоризненное послание: «Ты на 4 местах хочешь города ставить: на Уфе, да на Увеке, да на Самаре, да на Белой Волошке. А теми местами мои деды и отцы владели». 1586 год. Основание города Уфы мы относим все-таки к 1586 году. Об этом есть свидетельства источников. А относительно личности Нагова, которого увязывает с основателем города Уфы, соответственно, 1586 годом, никаких источников нет. Зато мы знаем абсолютно достоверно, что в 1590 году уже в городе Уфе появляется Михаил Нагой, и 1590 год считается началом образования административно-территориальной единицы России под названием Уфимский уезд. Однако блестящее во многих отношениях регенство Бориса Годунова было омрачено событием, имевшим катастрофические последствия, а именно смертью царевича Дмитрия, младшего сына Ивана Грозного, от Марии Нагой. Нагие – дворяне и бояре, ведущие свое происхождение от Ольгерда Преги, выехавшего на Русь из Дании в 1294 году. Кратковременное возвышение рода связано с женитьбой Ивана Грозного на Марии Нагой. Мария Нагая со своим сыном царевичем Дмитрием была сослана в Углич. 25 мая 1591 года малолетнего Рюриковича нашли мертвым. Молва обвинила в его смерти Бориса Годунова. Комиссия, которая возглавлял Шуйским, доказала полное отсутствие какого-либо факта преступления. Шуйский после длительного розыска подтвердил, что это был несчастный случай. Но действительно известно по другим источникам, что царевич страдал эпилепсией. То есть с ним это случалось, а во время эпилепсии что только не происходит с человеком. Да? 7 января 1598 года умер и царь Федор Иванович. С его смертью правящая династия Рюриковичей пресеклась. Новым царем Земский собор избрал Бориса Годунова. Почему избрали царем именно Годунова, а не кого-нибудь, скажем, из числа князей шуйских, которые являлись младшей ветвью рода Рюриковичей? Как пишет историк Ключевский, большие бояре, князья Рюриковичи, сродники прежних царей московских, не хотели избирать царя из своей среды, а отдали это дело на волю народа. Натерпевшись при Иване Грозном, они теперь надеялись, что новый государь незнатного происхождения согласится на некоторое ограничение своего самодержавия и оградит их от произвола, не признающего ни великих, ни славных.
Но Борис, выражаясь словами Ключевского, начал пародировать погибшую династию, чем и вызвал ненависть боярства. В историографии есть несколько таких фигур, в отечественной историографии, которые никогда не будут иметь однозначной оценки. В силу того, что их политика, и точнее последствия их политики, они сказываются до сей поры, поэтому назвать их, собственно, историей очень сложно. Потому что архетип Ивана IV, он воссоздается и воссоздавался на протяжении многих веков. И действительно он стал частью коллективного, бессознательного русского народа. Жертвами Годунова стали представители ряда знатных фамилий, в частности Романовы, будущие династы России, а также бояре Нагии, родственники царевича Дмитрия. Мария Нагая была пострижена в монахини, а ее родственник Михаил был сослан в недавно построенную Уфу. Михаил Нагой, первый документально подтвержденный воевода Уфы, управлял городом с 1590 по 1605 год. Михаил Нагой не мог быть основателем Уфы. У нас же есть документальное подтверждение 1586 год, дата основания Уфы. У нас есть документальное подтверждение. Михаил Нагой приезжает в Уфу в 1590 году. Иван Романов, дядя будущего царя, был обвинен в покушении на жизнь Бориса Годунова и сослан в Уфу. Кто знает, не за стенами ли Уфимского Кремля родилась идея возведения на московский престол представителя семьи Романовых. И так случится, что на какой-то период времени в Уфе соберутся представители всех трех неугодных Борису Годунову боярских фамилий. Михаил Нагой, но он в данном случае воевода, и ссыльный Александр Репнин и ссыльный Иван Романов. И здесь они, очевидно, замышляют дело свержения Бориса Годунова. И совершенно не случайно, на мой взгляд, в этой ситуации появляется имя Юрия Отрепьева, в иночестве он получит имя Григорий Отрепьев. Григорий Отрепьев был дворовым у Романова в свое время. Впоследствии на него будет сделана ставка, как на самозванца, и при помощи него и будет сделана попытка убрать Бориса Годунова. Но где доказательства того, что Романовы пользовались таким авторитетом, таким влиянием до того, как, скажем, Филарет действительно приобрел уважение и авторитет именно в результате борьбы с интервентами? Наверное, все-таки нельзя с этим согласиться, хотя бы потому, что это предполагает учет таких деталей, таких мелочей на протяжении очень длительного времени. Перед смертью Борис Годунов особенно приблизил к себе Афанасия Власьева, поверяя последнего в самые сокровенные тайны и думы. Афанасий Власьев, думный дьяк и дипломат, участвовал в посольстве к императору Священной Римской империи Рудольфу II. В 1599-1604 годах служил в приказе Казанского дворца. Еще до того, как он попал в ссылку в Уфу, ведь он возглавлял два приказа одновременно. Это крайне редкая ситуация, причем не член Боярской думы, дьяк. То есть выходец из неаристократических кругов только за счет личных качеств, видимо, обширных знаний, ума, он пользовался таким безупречным, скажем, безоговорочным влиянием на Годунова. Тем временем в Москве произошло необычное явление. В солнечный день над Кремлем показалась яркая звезда. Конрад Бусов, немецкий кондотьер на русской службе, пишет: «Царь велел рейхсканцлеру Афанасию Ивановичу Власьеву спросить старца, что он думает о таких звездах. Тот ответил, что Господь Бог такими необычными звездами и кометами предостерегает великих государей и властителей». Конрад Бусов, «Московская хроника». В справедливости слов старца рейхсканцлеру России Афанасию Власьеву пришлось убедиться весьма скоро. С территории Польши начал свое победное шествие Лжедмитрий I. Борис Годунов посылает против самозванца войска, но все тщетно. Московиты отдают предпочтение самозванцу, а не своему законному царю. Голландский купец Исаак Масса, находившийся в этот период времени в России, пишет: «Думный дьяк Афанасий Власов был отправлен к войску с большими деньгами, чтобы раздать их воинам и расположить их этим. С ним отправил Борис также письмо польского короля, в коем тот оправдывал себя от обвинения в помощи Дмитрию. И это письмо прочли в лагере перед войском, но сие было все равно, что стучать в дверь глухого». Исаак Масса. Краткое известие о Московии.
после встречи с Григорием Отрепьевым, Лжедмитрием, Афанасий Власов переходит на его сторону. Смею только предположить, что все-таки Григорий Отрепьев был фигурой харизматичной, и харизма его в какой-то степени, наверное, подействовала на Власова больше, чем Годунов, потому что он понимал, что Годунов, несмотря на то, что имел имидж доброго царя и не устраивал никаких репрессий, как Иван IV, по сути дела, в общем-то, законного отношения к российскому престолу не имел. Могущество Годунова рухнуло, как карточный домик. Царь Борис умирает с горьким осознанием гибели своего дела и семьи. 20 июня 1605 года Лжедмитрий торжественно въезжает в Москву. Из ссылки немедленно возвращаются Нагии и Романовы, а Годуновы отправляются вместо них. Как переменчива судьба, наверное, думал новый уфимский воевода Никита Годунов. Еще вчера он был родственником самого царя, а сегодня он опальный воевода с весьма призрачным будущим. Из монастырского заточения освобождается инокиня Марфа, Мария Нагая, мать покойного царевича Дмитрия. 18 июля 1605 года инокиня Марфа в миру Марии Нагая торжественно въезжает в Москву, а далее разыгрывается спектакль. Если новый претендент на русский престол действительно является чудесно спасшимся царевичем Дмитрием, то Мария Нагая должна признать в нем сына. Московский народ, затаив дыхание, ждет, чем кончится их встреча. Сцена заканчивается так, как и задумывалось. Исаак Масса пишет: «Они приветствовали друг друга, и весь народ вопил и плакал, ибо царственные мать и сын ее старались показать народу, что они долго не виделись. Увы, нет ничего удивительного, что она признала его своим сыном, хотя хорошо знала, что это не он. О, сколь искусны козни дьявола!» В результате искусно сыгранной сцены москвичи окончательно убеждаются в царском происхождении Лжедмитрия. Бояре Нагии также узнают в Лжедмитрии своего племянника. Для всего рода это была, может быть, единственная попытка, чтобы наконец выйти из такой беспросветной опалы. Вполне мотивировано ее поведение, ведь пострадал огромный род в результате репрессий Бориса Годунова. Михаил Нагой конкретно признавал Лжедмитрия царевичем Дмитрием и, естественно, за это получил очень много привилегий. Он становится приближенным Лжедмитрия I, выполняет массу поручений. И об этом тоже есть свидетельство. У нас очень хорошо сохранился, как известно, дневник Марины Мнишек, жены Лжедмитрия I, где вот он как раз описывает и Михаила Нагова, и в каких делах он ему помогал. И есть еще один факт, подтвержденный также не только историком Ключевским, но и документами, о том, что именно при Лжедмитрии все 5 бояр Нагих попадают в Боярскую думу. Конрад Бусов пишет, что Василий Шуйский с боярами говорили: то, что они приняли его, Дмитрия, царем, произошло потому, что они хотели свергнуть Бориса, чего нельзя было добиться никакой другой хитростью. Следовательно, бояре прекрасно знали о том, что перед ними не чудесно спасшийся царевич Дмитрий, а обыкновенный самозванец. То, что в результате их политической авантюры на Руси разразилась крупнейшая в истории страны смута, унесшая жизни 7 из 15 миллионов россиян и едва не стоившая государственности, не особенно волновало боярскую оппозицию. Им важнее было сохранить свои чины, богатства и привилегии. И для достижения этой цели они готовы были пожертвовать доброй половиной населения своей страны. Большим боярам нужно было создать самозванца, чтобы низложить Годунова, а потом низложить и самозванца, чтобы открыть дорогу к престолу одному из своей среды. Василий Ключевский, курс русской истории. Так или иначе, если бояре прекрасно знали о происхождении царя Дмитрия, то об этом не мог не знать и Власьев, являющийся одним из первых лиц в государстве, что заставило его пойти на службу к самозванцу. Афанасий Власов понимал, что нужна фигура какая-то объединяющая, которая может вывести страну, Россию в этот период из той пропасти, в которой она оказывалась. В какой-то степени, возможно, он считал, что это сможет сделать Отрепьев. Не личность Отрепьева, которая государственно мыслит, а личность, возле которой можно объединиться.
Афанасий Власьев стал одним из главных сподвижников Лжедмитрия. Теперь он казначей, подскарбий и секретарь великий. Иностранцы по-прежнему именуют его рейхсканцлером. При новом царе его звезда засияла еще ярче. Именно ему было поручено деликатное дело ехать в Польшу за невестой царя Мариной Мнишек, дочерью сандомирского воеводы. Поэтому он послал к сандомирскому воеводе своего рейхсканцлера Афанасия Ивановича Власьева с большими подарками, золотыми цепями, кольцами, золотом и деньгами более чем на 200 тысяч гульденов, приказав поднести это своей невесте, поклониться ее отцу и ей и просить ее руки. Конрад Бусов, «Московская хроника». Еще до того, как Лжедмитрий появился в окрестностях Москвы, он уже перешел на его сторону. И, как известно по источникам, даже заменял царя, будущего царя, да, Лжедмитрия, во время венчания с Мариной Мнишек в Польше. То есть там ситуация крайне комическая. В ноябре 1605 года в Кракове в присутствии короля Сигизмунда III, королевича Владислава, папского нунция и представителей других государств состоялся обряд обручения Марины с царем Дмитрием. Так как самого жениха не было, то его роль исполнял посол Афанасий Власьев. Весной 1606 года Афанасий Власьев повез Марину Мнишек и ее отца в Россию. Интересная подробность. В Люблине, где остановился на ночлег кортеж царской невесты, гостей встречала целая 1000 государевых людей, дожидавшихся приезда новой русской царицы аж 20 недель. Марина Мнишек пишет в своем дневнике: «Среди тех людей был московский князь, некий Василий Михайлович Масальский, и другой, Михаил Александрович Нагой, посыльный царский. Да-да, тот самый Михаил Нагой, бывший воевода Уфимский. Они оба, как только царица появилась, вошедшие в избу с несколькими десятками своих дворян, сразу ее приветствовали и низко челом били до земли. Они отдали ей грамоты от царя, также и воеводе, отцу ее». Причем он настолько сильно приближен к Лжедмитрию, Михаил Нагой, именно Михаил Нагой, настолько приближен, что его великолепно знает Марина Мнишек. Ведь жена царя может знать очень только сильно приближенных к царю людей. Она не обязана знать всех членов Боярской думы, так ведь? И в своих дневниках она описывает именно Михаила Нагова, говорит о том, что он приближен и выполняет очень много важных поручений от имени царевича Дмитрия. Неисповедимы пути Господни. Вероятность того, что вечером 20 апреля 1606 года на польском рубеже в Люблине встретятся двое уфимских воевод, один бывший, другой будущий, была невероятно мала. Но это произошло. Тем временем Лжедмитрий с его польскими симпатиями и распутным образом жизни уже не производил прежнего обаяния на народ. Он выполнил свою миссию, к совершению которой был подготовлен боярами, уже в момент своего воцарения. Годуновы были свергнуты, следовательно, Мавр сделал свое дело. Нужно было искать другого, более достойного кандидата. Еще до своего отъезда из Польши русский канцлер Афанасий Власьев имел беседу с канцлером польским, во время которой сообщил данные ему князьями Шуйскими и Голицынами поручение – попенять королю за то, что он дал им в цари человека низкого и легкомысленного, жестокого и распутного мота, недостойного занимать московский престол и не умеющего прилично обращаться с боярами. Они де не знают, как от него отделаться, и уж лучше готовы признать своим царем королевича Владислава. Василий Ключевский, курс русской истории. Что было дальше, хорошо известно. Лжедмитрий был свергнут и убит. Бояре стали объяснять народу, дескать, царь-то был не настоящий, что бес их попутал, когда они его приняли за истинного государя. Инокиня Марфа, то есть Мария Нагая, тут же отреклась от своего так называемого сына. В общем, все было устроено в духе лучших образцов современного политического лицедейства. Даже не верится, что все это происходило в XVII веке. Сначала бояре взывают к жизни дух Дмитрия в лице самозванца Григория Отрепьева, чтобы низвергнуть Годунова авторитетом прежней династии Рюриковичей.
Затем выбрасывают, как надоевшую куклу, самого Лжедмитрия и призывают на русский престол королевича Владислава. А народ не только верит сюжету этого фарса, но и щедро оплачивает кровью игры своих господ. Новым царем, вопреки ожиданиям Власьева, стал не королевич Владислав, а Василий Шуйский, который сослал вчерашнего рейхсканцлера Афанасия в Уфу. Какой же убогой она показалась ему, вельможе, проживавшему в Вене, Кракове и Москве. А Уфа ни до, ни после него не знала воевод с таким блистательным прошлым, как Афанасий Власьев. Башкиры писали письма в Москву, где они, не зная о том, что Афанасий Власьев и так прислан на вечное житие, они думали, что он так же, как все воеводы, будет 2-3 года править, писали письма, где просили продлить срок службы Афанасия Власьева, оставить его на Уфе. Писали, что он никаких налогов и обид башкирам не чинит, и мы просим оставить его на следующий срок. Смута была в полном разгаре. Под Москвой стояла армия нового самозванца, Лжедмитрия II. Затем в Россию вторглись поляки. Терпение россиян лопнуло. Все сословия к моменту польской интервенции вдруг осознали, что, в общем-то, та фамилия, которая занимает царский трон, это не так важно, как сохранение, например, государства как такового. Если вспомнить, откуда идут настроения о воссоздании государственности, да, они поднимаются с самых низов общества. Ремесленники, посадские люди, да, вот, Минин, собственно говоря, торговец мясом, вдруг становится центральной фигурой в деле восстановления государственности, российской государственности. Началось движение за освобождение страны от поляков, внутренних воров и самозванцев. В то время как Казанский край, Вятка, Пермь и другие регионы России присягнули Лжедмитрию II, башкирские войска выступают на стороне патриотических сил. Но в данном случае Афанасий Власьев понимал, что польская угроза – это реальная угроза для России. И вот именно масштаб государственного мышления, который присутствовал у Афанасия Власьева, позволил ему не только консолидировать Башкирию в тот момент, но и очень сильно помочь во время создания этого ополчения, потому что сегодня уже признано, и очень много в источниках этого есть, что башкиры составили, не только внесли вклад, они составили существенную силу во время данного ополчения, и организовано это было именно при Афанасии Власьеве. Башкирские войска участвуют в Первом, Втором и Третьем народных ополчениях. Через много лет, в 1645 году, царь Алексей Михайлович напоминал о своей грамоте уфимскому воеводе Федору Алябьеву о заслугах башкир перед Отечеством. Башкиры при прежних государях бились против поляков, а в московское разорение были в нашей службе под Новым городом на Бронницах с боярином, с князем Дмитрием Тимофеевичем Трубецким, а после того были они на нашей службе в полку у боярина князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Несмотря на свою верную службу правительству Шуйского, Афанасия вызывают в Москву и по какому-то обвинению заключают в тюрьму. Однако в 1610 году Василий Шуйский был разбит поляками, свергнут и пострижен в монахи. Во главе России становится переходное правительство, известное в истории как Семибоярщина, которое призывает на русский престол польского королевича Владислава. Семибоярщина. Принято историками название переходного правительства из 7 бояр в 1610-1613 годах. Афанасия Власьева выпускают из тюрьмы, восстанавливают в правах и чине думного дворянина. Однако остаться в Москве ему не разрешают, слишком много знает. Его вновь отправляют в Уфу с формулировкой «на вечное житие». А Михаил Нагой остался приверженцем поляков до конца, и поэтому Романов поступил гуманно. Он не топить не стал Михаила Нагова в прямом смысле и в переносном смысле этого слова, и возвышать его не стал. Он просто его удалил, не так далеко, как в Уфу, удалил у него Великий Устюг, где он вот до 1618 года оставался пригородным воеводой, то есть более мелким статусом, чем уфимский воевода, где вот он впоследствии скончался. Они сыграли свою роль на пути движения семьи Романовых к престолу, и в новом политическом раскладе им не было уж места.
Афанасий Власев, надломленный ударами судьбы, в 1611 году вновь и, как оказалось навсегда, приезжает в Уфу, так как через несколько месяцев по приезду умирает. Хоронят его в Троицкой церкви, стоявшей на месте современного монумента Дружбы. Его смерть совпадает с воцарением в 1613 году Михаила Романова, символизирующим конец смутного времени и начало 300-летнего правления новой династии, после падения которой в 1917 году начинается новая русская смута.